В Абхазии реализуется проект развития возможностей в сфере здравоохранения. Он осуществляется программой развития ООН и является реабилитационным проектом делегации Еврокомиссии. Данный проект реализует организация Федерация спасения детей. С 2005 года эта организация выполняет программу по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции среди местного населения. Был отремонтирован кожный венерологический диспансер, передано в безвозмездное пользование новое медицинское оборудование и мебель для центра СПИД. В данный момент Федерация спасения детей осуществляет проект в 3 районных больницах Абхазии – в городах Гал, Очамчират, Куарчал. В программу включены тренинги и улучшение профессиональных навыков персонала здравоохранения в районных больницах и амбулаториях. Работа проходит в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Абхазия. Добрый день. Это вас беспокоит Федерация спасения детей. Мы хотим завтра провести курсы в вашей больнице. Мы хотели бы, чтобы завтра к 10 часам, чтобы вы собрались все ваши сотрудники на компьютерные курсы. Сотрудники Федерации спасения детей и специалисты по компьютерному обучению поочередно посещали райбольницы восточных регионов для проведения образовательных тренингов. По окончании курсов организаторы проекта оставляют каждой райбольнице по 3 современных компьютера, компьютерную технику и необходимое медицинское оборудование. Я думаю, что эти курсы им будут необходимы в последующем для решения определенных проблем, с которыми они сталкиваются ежедневно. Это в частности со статистикой. В последующем приобретение этих навыков будет им помогать обязательно в работе. Но это очень удобно для них непосредственно, потому что они, не отрываясь от своего рабочего занятия, они могут получать все эти навыки непосредственно в своих учреждениях. Первой в рамках экономической реабилитационной программы для Абхазии, финансируемой Еврокомиссией, была оказана помощь Очамчирской центральной районной больнице. За послевоенные годы здание сильно обветшало. Благодаря деятельности миссии военных наблюдателей ООН был произведен капитальный ремонт больницы. За последние полгода улучшились условия работы. Вот, как видите, сделан капитальный ремонт. Конечно, эстетически, внешне выглядит все гораздо лучше, чем было. На первом этаже расположены 2 кабинета терапевта, кабинет хирурга. С левой стороны у нас приемный покой. Тут кабинет чисто перевязочный. Кабинет невропатолога, комната аптеки, 2 стоматологических кабинета. В данном случае мы находимся в кабинете клинической лаборатории. Здесь производится забор крови, делаются клинические анализы крови, мочи, биохимические анализы. Вот это комната, где проводятся эти процедуры. Трудно представить в современном мире обработку медицинской информации без помощи компьютера. Однако наши врачи были долгое время лишены такой возможности. Круглосуточная работа, да и отсутствие материальных возможностей не позволяли повышать профессиональную квалификацию, и потому работа велась по старинке. Система, видимо, как и во всех больницах, и у нас, была такая же. Вот в данный момент мы находимся в комнате регистратуры, где хранятся амбулаторные карты на всех жителей нашего района. Вот на этих полках расположены амбулаторные карты городских людей, в шкафчиках хранятся амбулаторные карты жителей сельской местности. На каждого больного заведена амбулаторная карта. В течение месяца, в квартал раз мы обрабатываем информацию о тех больных, которые обращаются к нам, с какими заболеваниями. У нас все по алфавитам зашел, допустим, в нужную букву, поднял да вытащил. Это вот если брать амбулаторную карту. А если говорить о том, что составлять отчетные формы, то на это уходит на самом деле много времени. Эта бумажная рутина занимала много времени.
Медицинские кадры Абхазии нуждаются в обучении современным методам управления, сбору и анализу медицинской информации. Именно для этой цели в каждой больнице были организованы отдельные комнаты для проведения тренингов. Они оснащены мебелью и нужным техническим оборудованием. Ну, вот несколько занятий, которые у нас здесь проводились, я посредством этих занятий могу собирать какую-то информацию, записывать ее, переводить на какие-то форматы, сохранять. Вот все, что мы пока изучили. Ну, конечно, возможности компьютера очень широкие, очень безграничные. Это ему еще надо научиться. Эти курсы дают мне очень много для моей работы, они очень сильно облегчат мне жизнь. И мне очень интересно их посещать, потому что я узнала много нового, в частности, способы обработки информации. И вообще очень интересно. Перспективы, в частности, для моей работы, то, допустим, подготовка отчета, то, что раньше мне нужно было на это, допустим, день, смотря какой отчет, конечно, я готовлю. Иногда день, иногда два, я смогу сделать это в течение получаса. Естественно, для меня очень удобно, что это прямо на рабочем месте, потому что я человек очень занятой, мне нужно быть каждый день на работе, и мне очень трудно отрываться, допустим, брать отпуск или там специально куда-то ехать, чтобы заниматься этим. Это даст очень много, так как мы не будем, как раньше, копошиться в бумагах, что-то мы потеряли, что-то мы нашли. Теперь, естественно, мы сможем найти любую информацию, которая нам нужна, любые сводные данные, любые диаграммы составить. Это очень значительно облегчит нашу жизнь. В рамках этого проекта каждая больница имеет по 3 компьютера, в которых установлены необходимые программы Microsoft Office и специальная база данных, позволяющая вести учет медицинских статистических данных. Для обучения медицинского персонала компьютерным навыкам проводятся специальные курсы прямо на рабочем месте. Как знаете, работа бухгалтера сложная в том плане, что много с цифрами приходится работать. И потому эти курсы помогут мне систематизировать, с калькулятором работать, время много отнимало. Потом отчеты вручную писались, размножались, тоже вручную. Это очень объемная работа и занимала много времени. А теперь знание компьютера намного облегчит мой труд как бухгалтера, и правильная налаженная работа будет. Для проведения этих курсов Федерация спасения детей пригласила представителей компьютерной школы при организации АИС, которые, в свою очередь, стараются проводить обучающие курсы на высоком уровне. На наш взгляд, эти курсы имеют огромное значение для всего медицинского персонала этой больницы, потому что в нашу группу вошли как врачи со всевозможных направлений, также вошли люди, работающие в бухгалтерии, люди, работающие со статистическими данными. И компьютерные курсы, которые мы проводим здесь, они помогут им всем облегчить свою работу, сделать ее проще и более эффективно, чем они делали эту работу до этих пор. Мы рады, что все учащиеся проявляют большую заинтересованность, даже такую, что после окончания наших курсов они дают себе час перерыва и могут оставаться здесь до 10 и 11 часов вечера. А это, на мой взгляд, большой плюс и приведет к тому, что у нас будет хороший результат от этих курсов. Проект развития возможностей в сфере здравоохранения получил свое продолжение в Гальской районной больнице. Этот приграничный с Грузией район Абхазии очень серьезно пострадал во время войны. Гальская больница самостоятельно никак не могла приобрести компьютерную технику, и потому весь медицинский учет проводился по старинке. На это уходило долгое время. Значит, где-то минут 20 в регистратуре, когда историю болезни, или в хирургическом отделении, какой больной, когда лежал. А искать это минут 20 надо было пофамильно, где лежит, что лежит.
А сейчас в дискетке раз нажал все данные, то, что нас интересует, начиная от диагноза, какое лечение провели, какими лекарствами провели, и в регистратуре. И самое главное – это медстатистика, медицинская статистика. Оно все будет там. Вот это вот самый тяжелейший вопрос, самый главный вопрос. Сколько детей на вакцинацию приходит, сколько детей на повторную ревакцинацию приходят. Каждый год Гальская больница сдает в Министерство здравоохранения статистический отчет. Готовить его начинают задолго до конца года, ведь надо собрать все данные, написанные от руки от всех отделов, суммировать и проанализировать. Но все, что делает человек часами, компьютер может выдать за секунды. У нас это очень трудно найти историю болезни, потому что больной лежал когда-то в 94-м или 5-м или 6-м году, да и дальше, приходит, даже не помнит, что когда он лежал. Я должна по одной истории искать, и это приходит по часам. Допустим, больной приходит, да, из Сабериус, далеко от селения, он тоже спешит в автобус, потом пешком идет он, да. На автобусе, чтобы он успел, здесь стоит, а у меня приходится иногда 2-3 часа этому человеку найти историю, подать лечащему врачу, и он должен 27-ю форму получить. А это долго приходится вообще. В каждой больнице для обучения компьютерным навыкам привлекается медицинский персонал в составе 10 человек. И этого достаточно хотя бы на начальном этапе, считают авторы проекта. Компьютерные курсы нам полезны в том плане, что нам очень много работы инвентаризации больницы. Это занимает очень много времени. Очень много хлопотов, бумажной волокиты. И все это обеспечит нам облегчить дальнейшие наши работы. И нам необходимо знание этих курсов, получение определенных навыков. Конечно, мы очень рады, что у нас эти компьютеры, курсы преподают прямо в больнице, потому что мы знали, что некоторые курсы проводились в Сухуми. Там выезжали туда, это вообще очень тяжело в дороге ехать, потом назад возвращаться. А сейчас на местах нам более это удобно. И мы благодарны за это организации, которая нам это предоставила. Медицинская информатика решает многие вопросы в медицине, помогает установить диагнозы, дает возможность решать многие вопросы, связанные со здравоохранением, способствует сохранению медико-биологической информации, используемой при прогнозировании, облегчает поиск и эффективное использование информации. В знании сила. Чем больше мы знаем, вот, допустим, вчерашняя информация, что создана новый медикамент по лечению сахарного диабета. Мексиканцы изобрели. Это ж можно, не слушая телевизор, зайти в интернет и найти всю информацию про этот медикамент. Чем я больше буду знать, тем лучше для пациентов же. Я много новое же узнаю по компьютеру. Какие программы там у меня будут, новые, старые. Имеет же значение. Медицина же вперед идет. Не стоишь же на одном месте. А мы, можно сказать, что стоим в 19 веке. У нас не было никаких возможностей. Если это поможет нам, это очень хорошо будет для врача и в первую очередь, потому что врач сам должен заинтересовать тем, что получить больше знаний и отразиться на больного, конечно. Чем я буду больше знать, тем лучше для больного. Третьим районом, где реализуется проект развития возможностей в сфере здравоохранения, является Ткуарчальский район. Город Ткуарчал до сих пор не оправился от последствий войны. Особенно большую нагрузку испытала Ткуарчальская центральная районная больница.
Ну, трудности в основном уже позади, потому что после войны тут ужас, что было разбросано, все было в кучу. Я все карточки разобрала по улицам, пофамильно, чтобы лучше было мне находить быстрее, чтобы люди не ждали. Так что теперь у меня уже полный порядок. Ну, просто я думаю, что только вопрос времени, что не будет задерживаться. Пока я найду карточку, пока найду какие-то болезни. Там уже, я думаю, быстро по компьютеру ориентировка будет. Просто в вопросе времени. Улучшение информационной системы приобретает особое значение для сбора первичной медицинской документации, используемой в секторе первичного медицинского обслуживания. Сегодняшнее направление медицинской статистики и статистический анализ требует нового подхода, новых знаний и качественно обновленных кадров. Ну, раньше, конечно, был большой объем работы до войны. После войны, конечно, наши штаты сократили до 140 человек численность идет, включая сельские здравпункты, в которых числится 11 человек. Это для нас удобно, потому что мы на месте, никуда не выезжая, нас обучают всей этой программе. Ой, вы знаете, несмотря на то, что еще вчера они не могли держать мышку в руках, на сегодняшний день у них большие результаты. Они с большим интересом слушают все лекции, выполняют все практическое задание. Все документацию, отчеты мы через компьютер делаем. И, например, я очень довольна. Я вообще владела этим секретарь-машинисткой. И мне намного легче сейчас обращаться. Вот раньше, что мы карандашом все писали, сейчас все в компьютере. Это очень прекрасно. Мы в ногу должны шагать с цивилизацией. И, конечно, мы не хотим отставать и знать все. Не то, что слышать, что это компьютер где-то существует, а чтобы мы это пользовались, и чтобы мы своим детям могли и купить, возможность иметь. И мы смогли бы дома даже своим детям объяснить, что это такое. Но послевоенное время у нас вообще никакой возможности не было повышать квалификацию нашу, ни в области медицины и вообще. И вот это первый такой проект, и мы очень довольны. Все районные больницы, амбулатории, профилактические учреждения отправляют свои годовые отчеты в Министерство здравоохранения Республики Абхазия. Затем на базе данных отчетов составляется сводный годовой отчет по республике. На его составление раньше уходило до 2-3 месяцев. Создание единой компьютерной базы для больных, оно позволит более эффективно проводить работу по статистическим данным. То есть человек в любой момент может узнать информацию о тех заболеваниях, с которыми обращались больные, о количестве больных, которые к ним обращались. Это ускорит работу статистов и поможет в дальнейшем подводить какие-то итоги ежемесячные, ежегодные, которые они сдают в определенные структуры. Вот на этих стеллажах вы видите наши отчетные формы. То есть это те формы, которые мы раздаем по нашим больницам в конце года каждого. И в начале года получаем годовые отчеты. Составление статистических данных необходимо для того, чтобы знать количество состоящих на учете больных, выявлять динамику заболеваемости, следить за ростом таких опасных болезней, как туберкулез, онкологические заболевания, СПИД. Это уже, когда я вот собираю республику, я просто хочу вам показать. Вот это то, что мы собираем уже по республике. Вот сводные, например, основные показатели стационарных больных. То, что важно нам. Вот по этим показателям мы знаем, в какой больнице, в каком районе у нас. Это количество коек, сколько у нас поступило больных, выписано больных, умерло больных, процент сельских жителей, значит, занятость коек, сколько койко-дней проведено, оборот коек, среднее пребывание больного, летальность, хирургические операции. То есть это уже общая картина по стационару, она так и называется, основные показатели стационарных больных. Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что для улучшения медицинского обслуживания необходимо создание и развитие медицинской информационной системы.
Ведь информатика имеет решающее значение на всех уровнях медицинского обслуживания, от отдельных районов до центра. Наряду с представителями других профессий, медработники тоже должны пользоваться современной информатикой. Когда мы начинали работать по этому проекту, мы даже не предполагали, что каждый из врачей, каждый из медицинских работников занят такой рутинной бумажной работой. Для нас это было несколько новостью. И поэтому, когда мы приступили к разработке базы данных, мы оценили, что такая база данных позволит уменьшить время, которое люди затрачивают на эту бумажную работу, и ускорит процесс. И тем самым медработники они смогут больше времени уделять непосредственно своим пациентам, а не заниматься этой бумажной работой. Мы очень рады, что благодаря Федерации спасения детей такая программа будет работать в 3 районах. И очень надеемся, что положительный пример и те результаты, которые мы надеемся, эта база данных даст нашей республике, примет в скором времени республиканский масштаб, и все районные больницы нашей республики смогут работать по этой программе. Банк данных по медицинским учреждениям республики сможет отразить контроль не только за изучением динамики заболеваний, но и по кадровым вопросам, а также использование финансовых ресурсов. Все медицинские работники, задействованные в проекте, понимают важность и значимость проведенной работы и активно содействуют ее реализации.